В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Проблемы с дефицитом авиатоплива наблюдаются в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом стало известно по итогу заседания комиссии ПЧС. В Амге проходит 22-я республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка», направленная на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети». Студенты Якутии продолжают акцию «Молодежный десант», в рамках которой уже посетили 5 улусов и выполнили более 200 заявок. Саханнефтегазбыт ввел в якутские ряде районов республики временные лимиты на продажу топлива: 30 литров бензина и 200 литров дизеля на один автомобиль. Мера принята для борьбы со спекуляциями и искусственным дефицитом из-за ажиотажного спроса и массовых закупок в тару. При этом госкомпания сохраняет прежние цены, в отличие от частного сектора. Ограничения носят временный характер. Стабилизация ситуации на рынке ожидается в июле. Проблемы с дефицитом авиатоплива наблюдаются в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом стало известно по итогу заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Айсена Николаева. По его поручению вопрос будет отработан с промышленными компаниями. Ситуация на контроле, отметил министр экологии республики Евгений Перфильев. Также в ходе совещания представители ведомств обсудили лесопожарную обстановку. В настоящее время в Якутии ведется тушение 7 очагов. 3 уже локализованы. При этом прогноз погоды на ближайшее время неблагоприятный. Службы в любое время готовы усилить авиапатруль в опасных зонах. Как раз первым вопросом Якутское управление гидрометеорологии выступило. Жара, особенно Южная Якутия, как раз Нерюнгринский район затрагивает, Алданский. Высокая грозовая активность по большей части территории республики. В зависимости от класса пожарной опасности мы кратность увеличиваем. Бывает 2 раза в день в сутки вылетаем на патрулирование. Ну и плюс круглосуточный спутниковый мониторинг и наблюдение с видеокамер. В Якутске состоялось заседание Совета по местному самоуправлению при главе республики. Участники обсудили итоги взаимодействия органов местного самоуправления по трудоустройству участников специальной военной операции в 2025 году и определили задачи на текущий год. Отдельное внимание было уделено подготовке к пожароопасному сезону и мерам по обеспечению лесной безопасности на территории региона. Также рассмотрены вопросы подготовки к проведению единого дня голосования в Якутии. По итогам заседания органа местного самоуправления рекомендовано усилить работу по обозначенным направлениям и обеспечить выполнение поставленных задач в установленные сроки. Эти 3 вопроса сегодня стоят на личном контроле главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Сегодня мы протокольно будет протокол, и, конечно, мы до осени будем, чтобы у нас не было лесных пожаров, и, конечно, чтобы приблизить победу, мы должны все, как единый человек, должны поддержать своих ребят, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Сегодня, 29 июня, отменен вечерний рейс теплохода «Московская-11» из Нижнего Бестяха в Якутск в 19:30. Перевозчик Лена Транс сообщает, что остальное расписание остается без изменений. Регулярные рейсы из Якутска станция Намыв выполняются в 9:00, 14:00 и 18:30, а из Нижнего Бестяха в 11:00 и 16:00. В Исалданском улусе работа в сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативах в самом разгаре. К примеру, кооператив Туйма за этот сезон должен переработать 500 тонн молока. Данный кооператив является одним из 3 больших сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий района. Уникальность кооператива в том, что люди, как в старые времена, не сдают молоко с утра. Молоковоз ежедневно под наслегом принимает молоко у крестьянско-фермерских хозяйств и завозит в цех. В день у нас с 2 наслегов с Барагонского и Сотинского наслега поступает от 3 до 5 тонн молока каждый день. И выпускаем продукцию сора, кефир, творог, и сливки разной жирности, и масло сливочное, крестьянское.
С 29 июня по 1 июля в Амге проходит 22-я республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка», направленная на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети». Торжественное открытие мероприятия с участием главы Якутии Асена Николаева состоится 30 июня. Программа ярмарки включает дискуссионные площадки, мастер-классы и проектные сессии. А в первый день работы участники уже представили свои инициативы в рамках конкурса «Геокультурный код». Хочу отметить высокую организацию ярмарки. Хочу также сказать, что эти ярмарки дают, конечно, в первую очередь это возможность распространения своего опыта, увидеть опыт других, пообщаться, набраться много новыми идеями и вдохновиться на дальнейшую работу. У нас принимает участие 4 моих педагогов, которые распределились и привезли свои авторские игры, свои методики и будут выступать сегодня и завтра. Выпускникам военного учебного центра Северо-Восточного федерального университета вручили военные билеты. Их обладателями стали 42 курсанта, которые в течение 2 лет проходили теоретическую и практическую военную подготовку без отрыва от основной учебы. За время обучения студенты успешно освоили программу подготовки и прошли все необходимые этапы обучения. Теперь все 42 выпускника ВУЦ будут зачислены в запас вооруженных сил Российской Федерации без прохождения срочной военной службы по призыву. Кроме того, в ближайшие дни на учебные сборы в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске отправится 3-й набор курсантов. После первого курса поступил в военный учебный центр. Здесь я обучался 2 года. После этого я поехал на военные сборы. А на военных сборах я считаю, что самыми важными качествами, которые я приобрел, это сплоченность, это работа в команде, да, понимание своих сослуживцев, и альтруизм, наверное. Мне очень интересно было. Это студенческие годы, они прошли у меня очень активно, я считаю, благодаря именно военному учебному центру. Студенты Якутии под руководством министра по делам молодежи Петра Шамаева продолжают акцию «Молодежный десант», в рамках которой уже посетили 5 улусов и выполнили более 200 заявок. Волонтеры помогают семьям участников СВО, людям в трудных ситуациях и участвуют в ликвидации последствий ЧС. Возрождают традиции тимуровского движения. Последний выезд делегации из 100 студентов прошел в Вилюйском районе, где активисты не только оказывали адресную помощь, но и проводили встречу с местной молодежью для обмена опыта. Мы сейчас на данный момент убираем сарай, который сейчас уже более нескольких лет уже не способен для того, чтобы в будущем для него там вместо этого построили новое жилье, так скажем, да. Наша делегация ППО УФУ приехала в количестве 50 человек, у нас настрой боевой, мы разделены на 3-4 отряда. Сейчас наши люди занимаются озеленением, вывозом крупногабаритного мусора, наш отряд этим занимается и, конечно же, еще и помогает населению, которое находится в жизненной трудной ситуации. На стадионе Туймада стартовали официальные тренировки участников чемпионата России по стрельбе из лука. Именитые спортсмены привыкают к условиям площадки, а также отрабатывают упражнения М1, серию выстрелов на коротких, средних и больших дистанциях. По словам организаторов, особенностью чемпионата станет турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука. Также отдельно будут соревноваться ветераны от 50 лет и старше, которые смогут принять участие на коротких дистанциях 30 и 50 метров. На нынешнем чемпионате принимают участие 192 участника из 25 регионов. Это самые сильные регионы – это Забайкальский край, Бурятия, город Москва, Свердловская область, Иркутская область, Ростовская и Республика Саха тоже мы надеемся на конкуренцию оказать.
Кроме того, сейчас мероприятие организовано как фестивальное событие с многоплановой программой. Народный мастер и кузнец Николай Ржаков-Балуюс представил выставку копий древнего оружия и провел лекцию об истории лука в Якутии. На территории стадиона оборудованы тематические площадки и зоны отдыха с торговыми точками для посетителей. Для разных возрастных групп предусмотрены интерактивы. Соревнования продолжаются, итоги первенства будут проведены по завершении всех этапов турнира. Наш город Якутск за последние много-много лет впервые принимает, не впервые, а во второй раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука. Да? И надеемся, что нашим гостям все очень понравится. И у нас такая вот интересная мечта, да, не то что мечта, а желание, чтобы все участники ушли с максимально позитивным впечатлением не только о Якутии, но и о чемпионате и как оно должно быть. В Горном Улусе в живописном сквере села Бердигистях на берегу реки Матта впервые состоялась выездная регистрация брака в рамках нового проекта органов ЗАГС. Торжественная церемония под открытым небом сопровождалась важной социальной инициативой в целях укрепления демографии и поддержки молодых семей. Новобрачным вручили сертификат на диагностику репродуктивного здоровья. Эта акция призвана помочь паре ответственно подойти к планированию семьи с первых дней совместной жизни. Мы очень рады, что зарегистрировали наш брак в родном селе Бердигистях и разделили радость со своими родными. Для жительницы Хандаги Марины Воронистой рыбалка стала не просто увлечением, а настоящим образом жизни и состоянием души. Любовь к этому занятию она унаследовала от отца и теперь передает семейную традицию своим детям. Марина делится впечатлениями от поездок на реки Алдан, Амга и Амур, вспоминает свой самый памятный улов и подчеркивает, что главное для нее не количество пойманной рыбы, а бесценные моменты, проведенные на природе. Рыбачить меня научил отец с самого детства. Ездим мы в основном на реке Алдан, Амга, ловим разные рыбы, ловлю я. В основном люблю одна рыбачить. Муж меня возит, а я, естественно, рыбачу. Разные рыбы удавалось мне словить. В основном это щука, окунь, спиннинговая рыбалка. И на донку также рыбачим. Это елец, окунь. Вот. Меня очень вдохновляет на самом деле рыбалка. Это свежий воздух, чистая природа, однолюдность и многое другое, конечно же. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в дальнейших эфирах.